Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Опубликована информация о гонорарах бойцов турнира UFC 238, который прошел в Чикаго. В своем дебютном поединке в ведущем промоушене планеты якутянин Григорий Попов заработал $13,5 тысяч США. Из них 10 были положены по контракту, а 3,5 тысячи спортсмен получил от спонсора промоушена. Его соперник Эдди Вайланд стал обладателем суммы в 77 тысяч. Общая же стоимость от проданных билетов на турнир UFC 238 составила чуть больше $2 миллионов. В Чикаго его посетили 16 тысяч зрителей. Наибольший гонорар за вечер $440 тысяч получил Генри Сихуда, который выиграл титульный поединок против Марлона Мораеса. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» со счетом 80-62 в третьем матче единой лиги ВТБ и стал победителем турнира. Самым результативным игроком встречи стал американский защитник армейцев Кори Хиггинс. В его активе 23 очка и 2 передачи. В составе «Химок» лучшим стал защитник Вячеслав Зайцев. На его счету 22 очка, 2 передачи и 5 подборов. ЦСКА завоевал чемпионский титул единой лиги ВТБ 8-й год подряд. Всего же армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш промо-кубка в 2008 году. Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Швеции со счетом 3-0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Забитыми мячами отметили Серхио Рамос, Альваро Мората и Микель Ойярсабаль. Испанцы продолжают лидировать в группе F, набрав в 4 матчах 12 очков. Шведы идут на второй позиции, имея в активе 7 баллов. В следующем туре Испания на выезде сыграет с Румынией, а Швеция в гостях встретится с Арирскими островами. Оба матча пройдут 6 сентября. А вот результаты других встреч минувшего игрового дня отборочного турнира. Косово на выезде одержал победу над Болгарией со счетом 2-3. Дания на своем поле выиграла у Грузии 5-1. Ирландия дома оказалась сильнее Гибралтара 2-0. Словения добыла крупную выездную победу над Латвией со счетом 5-0. И не менее результативный успех праздновали румыны на выезде, забившие 4 безответных мяча в ворота Мальты. Этой ночью российские футболисты проведут второй домашний матч отборочного турнира Евро-2020 против команды Кипра. Ранее подопечные Станислава Черчесова в Саранске выиграли у Сан-Марино со счетом 9-0. Россияне после 3 матчей занимают второе место в группе А, имея 6 очков. На первой строчке с 9 баллами расположились бельгийцы. Сборная Кипра занимает 4 место с 3 очками. В финальную часть чемпионата Европы выйдут команды, занявшие первые 2 места в своих группах. Матч Россия-Кипр стартует этой ночью в 3:45 по якутскому времени. В японском городе Ханью прошел этап гонок на офисных креслах. Он проходит вот уже 10 лет и создан по образцу легендарного заезда на выживание в Лимане. Подробности в сюжете «Рейтер», рассказывает Татьяна Гамозова. Улица тихого японского города Ханью в 60 километрах к северу от Токио в выходные наполнилась грохотом. Десятки офисных кресел носились на участке в 200 метров длиной. Их наездники старались успеть проехать как можно больше до конца отведенного времени. Этот необычный турнир проходит в Японии вот уже 10 лет. Как объясняет его основатель, он вдохновлялся знаменитым заездом 24 часа Лимана. Идея пришла мне в голову, когда я увидел гонки на выживание на трициклах. Тогда у меня было неплохое воображение, и в конце концов я выдумал соревнования, которые можно проводить на улице. В каждой команде по 3 человека, им надо продержаться 2 часа. Мне хотелось создать что-то совсем новое. В этом году в турнире принимают участие уже 55 команд. Несмотря на легкомысленный вид, в состязании все серьезно. Спортсмены выкладываются на полную, не обходятся без травм и поломок. Опытные гонщики знают, что удобнее всего ехать спиной, отталкиваясь ногами. Удачно также, что правила не требуют ношения делового костюма. В нашей команде папы одноклассников. В прошлом году мы уже принимали участие в турнире и решили повторить. Меня в это дело втянули обманом. И у меня все болит. Команда победителей и действующий чемпион получила 90 килограммов риса, который им явно пригодится при подготовке к следующему этапу. В июле гран-при гонок на офисных креслах пройдет в префектуре Ивате. Это были новости спорта. Всего доброго.